Ассаламу алейкум! В эфире программа «Неделя». О самых заметных событиях последних 7 дней вам расскажут мои коллеги и я, Ислам Ершов. Икра чеченского производства, высокогорный отдых и развитие энергетики. Рамзан Хаджи Кадыров посетил стройплощадки нескольких крупных объектов региона. Машаллах. Коммерческая недвижимость, розничная торговля, юридическое сопровождение и многое другое. В Чеченской Республике начала работу компания Ирс Групп. Это даст дополнительный импульс экономическому развитию республики. Месяц поста и нескончаемой милости Всевышнего. Считанные дни остаются до наступления священного Рамадана. 20 лет мира и процветания. Чеченская Республика готовится отметить День Конституции. Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и стабильности. Глава Чеченской Республики совершил большую инспекцию по Итумкалинскому району. Там ведется строительство одних из самых перспективных объектов региона – рыбного хозяйства, гостиницы и малой гидроэлектростанции. Рамзан Хаджи Кадыров подробно ознакомился с ходом работ на каждой стройплощадке. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. В большой инспекции по строящимся объектам главу Чеченской Республики сопровождают советник президента России Абубакар Эдельгериев, заместитель председателя правительства, министр сельского хозяйства Ибрагим Закриев и руководитель Совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи движения первых Ахмат Кадыров. Проверка началась с посещения рыбного хозяйства в Итумкалинском районе. Объект был возведен всего за полгода. Здесь разводят осетровых. Производство составит 250 тонн продукции в год. Поставка рыбы будет налажена не только в местные магазины, но и за пределы субъекта. Здесь на данный момент находится 19 тысяч голов. Проектная мощность этого хозяйства где-то будет у нас 75 тысяч голов. Это на мясо и на черную икру. Примерно вот в этом году мы планируем, цех построили, в этом году планируем до тонны икры мы сдаить. В следующем году увеличение на 20%. Итак, где-то через 3 года мы будем получать мощность 3 тонны икры, черной икры в год. На данный момент у нас есть русский осетр, бестер, ленский. Ленка – это ленский на белугу гибрид. Есть белуга, калуга. И есть самое главное, что я сегодня привез, разгрузил, это золотой осетр альбинос. Рассказали главе региона о производстве черной икры. Ее будут реализовывать в промышленных масштабах. Само предприятие уникально. На его базе созданы современные условия для разведения рыбы. Все наши коллеги по осетроводству платят огромные деньги за то, чтобы прокачать воду и электроэнергию, за то, что дать кислород. В этом месте это все бесплатно. Это ресурс природы, который идеально использовать именно в рыбоводстве. Вода с кислородом и постоянный поток воды. Дебит воды здесь 1800 литров в секунду. За последние 4 года температурные режимы я просмотрел, они идеальны для выращивания осетров. Глава региона побывал также на всесезонном курорте Ведучи. На его территории возводится 3-й корпус многофункциональной гостиницы на 202 номера. Внутренние работы практически завершены. Параллельно предстоит облагородить прилегающую территорию. Курирует строительный процесс Ахмат Кадыров. 70%. Да, 30%. Если они выполнят. 202 номера, 176 из них двухместные, 26 трехместные и 4 номера для маломобильных. Всесезонный курорт Ведучи имеет огромный туристический потенциал. Здесь имеется все для хорошего отдыха, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Гостиница в 3-м квартале, шалиш, دين سمع مليوكو سمع مليوكو كمباني هاي عندو شنشوبان صدع خزمتك شو داستون نقشي شو خزخل شو دون دينا دون ما شاء الله اتساكيس دون دي عادون الله يجي شوية كدوي دون. На обратном пути Рамзан Хаджи Кадыров остановился у Ушкалойских башен. Глава региона призвал усилить меры по сохранению культурной и исторической достопримечательности. В завершении инспекции по Итумкалинскому району лидер субъекта проверил ход возведения гидроэлектростанции «Башенная». Она расположилась на реке Аргун. Это первый объект в регионе подобного рода. Старт строительству был дан в августе 2021 года. Завершить же планирует в следующем году. Сама гидростанция мощностью 10 мегаватт.
Инвестиции порядка 6 миллиардов. Сдача планируется 4-й квартал 2024 года. Мел бобинаш. Здесь прошли порядка 220 шибаев. Там я как... 250 метров, А всего мел длина? 1,5 километра. а 200, около 200, да? 220 уже чё. 220 с этой стороны, 70 метров уже с той стороны сделано на выходном. Два у нас генподрядчика, это для спецстрой, который давно этим занимается, и наша местная организация ЧУС. В Чеченской Республике активными темпами развиваются промышленность, энергетическая отрасль и сельское хозяйство. И работу по всем направлениям нужно только усилить, отмечает Рамзан Хаджи Кадыров. Ислам Ершов, Аслан Висхаев при содействии пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Неделя». Производство цемента в регионе увеличится. Все благодаря новой электростанции, которая появится на территории завода «Чеченцемент». Об этом главе региона доложили в ходе его инспекции по предприятию в Чири-Юрте. Также он посетил место строительства Аргунского гидроузла. Его эксплуатация позволит орошать больше сельскохозяйственных угодий в Грозненском, Шалинском и Урус-Мартановском районах. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Инспекционная делегация во главе с Рамзаном Хаджи Кадыровым прибывает на завод «Чеченцемент». Гендиректор предприятия докладывает, что процесс модернизации предприятия продолжается, а запасы сырья для производства цемента в скором времени увеличатся. Из 9 помольных по очереди, по состоянию на сезон хлеба запасом, чтобы мы успели сделать. И уже 4-й сейчас уже я говорю, из 4 бассейнов капремонтин хламового бассейна Иньяла, сезонного Кичабу. Параллельно у нас идет строительство уже газогенерирующей станции АС, уже Юлина, фундамент. Заливают, определенный план график работы по дням расписан. На объекте возводится своя электростанция мощностью 48 мегаватт. Сейчас ведется строительство первого этапа энергоцентра на 48 мегаватт. Первый этап у нас состоит из 2 энергоблоков по 16 мегаватт. Наши поставки все полностью российское, то есть импортозамещение полностью здесь провели. Следующим объектом проверки стал Аргунский гидроузел. На нем ведутся реконструкционные работы. Он обеспечит подачу воды для сельскохозяйственных нужд и населения. Главе региона доложили о проделанной на объекте работе. У нас тут 2 канала, это Шалинский 10 кубов и 36 кубов Аргун Гойту-Мартан. Орошаемых земель у нас подвешено 23 тысячи гектаров, это 6,5 тысяч в Шалинском районе и в Урус-Мартановском и в Грозненском муниципальном районе 16,5 тысяч. И на обводнение 52 тысячи гектаров. Благодаря данному объекту тысячи гектар сельхозугодий будут снабжены необходимым количеством воды. Очень серьезный объект, на 23 тысячи гектаров земли мы не могли орошать. Теперь мы сможем орошать. Канал что-то вода. Сейчас надо в оборот ввести 23 тысячи орошаемых земель. Это очень большой риск. Еще из этих 2 лет строительства 4 месяца мы потратили на демонтаж прежней дамбы. Здесь осталось разрушенная area. По факту это 1,5 года. Аргунский гидроузел имеет давнюю историю. Он был построен в 1956 году. В ходе 2 военных кампаний сооружение получило серьезное повреждение. Теперь же этот стратегически важный объект готовится вновь заработать в полную силу. Мухаммад Жамалыл, Аслан Висхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. «Неделя». Рамзан Хаджи Кадыров встретился с силовиками Чеченской Республики. Глава региона вручил им федеральные и региональные награды. Также он передал всем бойцам слова благодарности от президента Российской Федерации Владимира Путина. Отдельно были отмечены сотрудники полка полиции специального назначения имени Ахмата Хаджи Кадырова и их командир Замит Чалаев. Напомню, что команда «Ахмат» одержала уверенную победу на недавних международных соревнованиях спецназа в Дубае. Сюжет Мухаммада Жамалулейлы. На встрече с силовиками Чеченской Республики Рамзан Хаджи Кадыров подчеркнул большой профессионализм бойцов специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В феврале этого года они заняли 1-е место на международных соревнованиях спецназа в Объединенных Арабских Эмиратах. Туан бина до такой чемпионат мира, десятки почалок, что она участвует, принимает что.
цигедабан, ой представительство цигадабана, ой юргамбина замецануа. قصدن دین عبوسا دان دین شرط آهی نیر دان شر آهی گیر دان هوی یوش نگردید منه دکتر برکلیز دوش الله цуд яхкеда дان هوی белашум без двояса. Затем глава региона вручил силовикам награды. Указом президента России командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Замет Чалаев и командир полка патрульно-постовой службы Муса Ахмадов удостоены ордена мужества. Подполковник полиции Ахматов Муса Амидович, командир Указом президента страны медалями за отвагу и за заслуги перед Чеченской Республикой награждены 9 силовиков, а Идрис Абалаев удостоен медали «Защитник Чеченской Республики». Медалью защитнику Чеченской Республики Абалаев Идрис Сулейманович, сержант полиции, полицейский снайпер специального полка Высшую награду Чеченской Республики орден Кадырова получил старший оперуполномоченный отделения физической защиты 2-го отдела СОБР Ахмат Управления Росгвардии по Чеченской Республике Хасан Абдуев и старший инженер-сапер специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Хусейн Алханов. Командир специального полка полиции имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова и его бойцы принимали активное участие в самых горячих точках в зоне проведения специальной военной операции. В этот раз указом главы региона Замеду Чалаеву присвоено еще одно звание – Герой Чеченской Республики. Выдающиеся заслуги перед Чеченской Республикой и ее народом, связанные с совершением геройского подвига, присваивается звание Героя Чеченской Республики, полковник полиции Чалаев Замет Алиев, командир специального Также Рамзан Хаджи Кадыров передал слова благодарности от президента России Владимира Путина. Он поблагодарил каждого бойца за большой вклад в проведение специальной военной операции. Президент страны Дона, встречу с Дона, Вей, Мех Уанвош Дона, Шигар Баркал Ардон, Дака, Цар, Ашрушто, Ашенгушту, Ардона, Билгал Декар Дона, его отдельно Амадеш. Ой, спецоперации участие принимать я что она, так лучше солдат, да она, руководство государства, кошелер, так валилось так эрен сахлер, да она, тан аш, дунян чуа, ой, дикция акритер, да он, дунян чуа дикция акритер, богут, да он, тан дел дин дойч болнаш, шавиги, да она, из дохазу тухашу, так Kira dogdeg šavegi dona, orandagič, pa je morsi zazvič don, admalni sin dekič don, don kira dogdeg šavoča davis ja, jako červacer te don davis ja boš, satüš, хиллей хэсон, хиллюич хуя don. Глава региона отметил, что каждый житель республики должен быть готов защитить свою родину. Противодействие нацизму, фашизму и сатанизму – долго каждого, добавил Кадыров. Мухаммад Жамалыл Асан Исхаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Неделя. В Чеченской Республике открыли компанию «Ирс Групп». Ее деятельность связана с розничными продажами, привлечением известных брендов, рекламой, гостиничным и ресторанным бизнесом. Таким образом, она напрямую связана с социально-экономическим развитием региона. Учредителем организации выступила Табарик Кадырова. В день открытия компания подписала договоры о сотрудничестве с исламской финансовой группой «Фаворит» и фондом имени шейха Заида по поддержке предпринимательства и инноваций. На встрече обсудили вопросы реализации совместных проектов, которые позволят
обещает создать новые рабочие места и дать новый импульс развитию экономики региона. Основу позитивным процессам в экономике региона, как и во всех сферах жизни, заложил первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмат Хаджи Кадыров, Далгазут Колбалдовцин. Следуя его курсу, глава Чеченской Республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров сделал регион одним из самых развитых в стране. Растет инвестиционная привлекательность, защищаются права предпринимателей, отсутствуют бюрократические барьеры, оказывается всесторонняя поддержка развитию малого и среднего бизнеса. Группа компаний Ирс Групп планирует охватить большой спектр направлений. Это розничные продажи, привлечение известных российских и зарубежных брендов, франшиз, гостиничный, ресторанный бизнес, реклама, покупка, продажа, аренда недвижимости, содействие в таких сделках и многое другое. Это позитивно скажется на развитии всех этих направлений и даст дополнительный импульс экономическому развитию республики. Считанные дни остаются до наступления Рамадана, месяца бесконечной милости и щедрости. Его еще называют месяцем Корана, поскольку в нем была ниспослана главная книга мусульман. Многие верующие стремятся больше времени посвятить священному писанию, а те, кто еще не умеет его читать, стараются начать обучение. Также стоит придерживаться некоторых рекомендаций врачей, поскольку без еды и питья придется обходиться не менее 12 часов. Как мусульмане республики готовятся к Рамадану, расскажет Мухаммад Джамалулейла. Долгожданный гость после долгого отсутствия вновь стучится в двери мусульман. Совсем скоро наступит священный месяц Рамадан. Верующие готовятся к этому благодатному времени. Ученики Центра изучения Корана Ат-Тибиян взяли себе цель – научиться читать Священное Писание уже к первому посту. По ходу обучения наш учитель ислам, он сказал, что вы не простые выпускники, вы как раз-таки заканчиваете перед преддверии Рамадана. Это диктухас, а прям какая-то, не знаю, какое-то прекрасное ощущение, когда ты понимаешь, что в первые дни Рамадан ты уже будешь уметь читать Коран. В преддверии Рамадана верующим желательно проявлять усердие в покаянии Всевышнему, увеличивать зикры, выплатить долги и оставить в прошлом все обиды. يلجنا على ديل السلام على شهادة أوله الرحمة وأوسطها مغفرة وآخرها عتق من النار الله دحى الداق يلجن أمة تقيه تنبيش داقدو شولا داق يلجن أمة تنجشتش داقدو قولا داق يلجن أمة تبلو بصل ناخا جيوج غدي وحق الله جيوج غدي خا Атмосфера Рамадана проникает в каждый дом. В семье Мустаевых к священному времени готовятся и взрослые, и маленькие. Дети проявляют усердие в поисках знаний. Для юного Абдулмалика этот Рамадан станет особенным. Он планирует держать пост в течение всего месяца. В прошлом году я держал пост 7 дней. В этом году я собираюсь держать целый месяц, так как я подготавливался каждый год и держал все больше постов, и чтобы мой организм уже привык. В этом году я собираюсь держать целый месяц. Я читаю различные книги, например, о пророках. Также читаю Коран. Рамадан в медицине – это сухой клеточный интервальный голод. В это время в теле человека происходят важные биологические процессы. Поэтому верующему надо подготовить не только разум и сердце, но также и свой организм. Советами для нашей съемочной группы поделился опытный врач превентивной и интегративной медицины. За 10 дней до начала Рамадана и первые несколько дней в начале Рамадана желательно пить сорбенты типа полисорба, энтеросгеля, циолита вечером желательно применять. И, конечно, очень важно соблюдать питьевой режим. 30 мл на 1 килограмм веса. Примерно вес умножаете на 30 мл, получается, какое количество воды мы должны употреблять после ифтара. Люди с хроническими заболеваниями, конечно же, надо к месячному голоду готовиться заранее, сдать необходимый есть перечень чек-ап анализов, общий анализ, биохимический анализ, сделать УЗИ брюшной полости, проверить щитовидную железу. Если у вас какие-то есть дефициты, сначала нужно их восполнить, и вам будет голод легче даваться. Месяц Рамадан является 4-м столпом ислама. Всевышний возвысил этот месяц перед другими, упоминая его в Священном Писании. Он таит в себе благодатную ночь Лейлатуль Кадр, в котором был ниспослан Коран.
الذي شهر رمضان رمضان بوكس أنزل فيه القرآن قرآن شيء شو عباس بوكس أيضا من أخوه بيلغالي كوي رمضان غسل قرآن شو عباس بوكس. По рассказам богословов, ученые прошлого встречали месяц Рамадан как дорогого гостя, который несет с собой большие блага для верующего. Ориентировочно месяц Рамадан наступит 23 марта, однако верующим следует придерживаться хадиса посланника Всевышнего, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Если вы увидели молодую луну в месяц Рамадан, то поститесь». Кроме этого, о наступлении священного месяца сообщит и Духовное управление мусульман Республики. Мухаммад Джумалел, Асан Вицхаев, Адам Яхяев. Неделя. 23 марта 2003 года – одна из самых значимых дат в истории чеченского народа. В этот день по инициативе первого президента республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, состоялся всенародный референдум. В нем приняли участие более полумиллиона избирателей. Они сделали свой выбор в пользу мира и стабильности в составе большой многонациональной семьи Российской Федерации. Как принималось судьбоносное решение и как изменилась жизнь в регионе за эти 20 лет, расскажет Абдуллах Батаев. Он встретился с участниками этого исторического события. Заря Садулаева отчетливо помнит 2003 год. Тогда, будучи учительницей русского языка и литературы, она оказалась в эпицентре судьбоносных событий, происходивших в регионе. 20 лет назад женщина была членом избирательной комиссии села Ахматюрта. أحمد حاجين دهالك أدي لقصون ديقر دوحة يحي خلق أحد هو بالغ حلق داخل يزعل يسحسون أدي لصنخ يج أوجر حلقة ديل لأمت ديل بوربانت أحمد حاج حلقة بال هربت عنيش نو بعد يلوي ريفريندوم أبيزاتين خلي يشر استحقه خلق وأبرد اللي تدي يشدر قيشين لو أرجع شيء ريشيني в составе России в составе России Луиза Такашева 20 лет назад работала на телевидении. 23 марта 2003 года в регионе прошел всенародный референдум. Освещение такого масштабного события в прямом эфире было очень ответственным и волнительным делом, вспоминает Луиза. Все телевидение находилось вот в этом небольшом здании. Оно состояло из одной студии с 2 камерами и 3 выездные камеры. Ну и в день референдума телевидение вещало с 9 утра до 24 часов ночи. Шли студийные передачи, куда приглашались участники референдума, видные деятели государственные, простые люди. Шли репортажи с избирательных участков, которые выпускались в эфир большей частью без монтажа, потому что на это просто не было времени, сил и ресурсов. Ну и к чести всех, кто работал в этот день над эфиром, надо отдать должное, не было ни одного срыва, ни на 1 минуту, ни одной технической накладки. Я думаю, что мы проведем референдум, и мы проведем выборы, и мы наведем порядок здесь. Мы избавимся от тех, которые хотят постоянной войны нашей республики. Спустя годы эти слова Ахмата Хаджи Кадырова станут крылатыми, а сам он национальным героем. Архивные съемки хранят память о поворотном событии в истории Чеченской Республики. В самый тяжелый период Ахмат Хаджи Кадыров заявил, что народ сам должен сделать выбор. Таким образом, 23 марта 2003 года прошел референдум, предопределивший дальнейшую судьбу региона. Турко Абедигов уехал из Чеченской Республики в 2001 году, после того, как его дом был разрушен. Вернулся домой спустя 3 года, после принятия Конституции. Проведение референдума стало самым верным решением, ведь с тех пор в регионе появилась мирная жизнь, говорит Турко. علق دا إنكارته هندرت خو قزح وسوم يا ناس سوي إنشول ده ده تو بخ إنسان الرزق ده لو شون بوخ بو
Чеченский народ сделал свой выбор в пользу мира и стабильности. Он выразил согласие быть равноправным субъектом Российской Федерации. Референдум ознаменовал окончание военных действий. С этого и начался курс на возрождение. Жизнь Чеченской Республики с тех пор кардинально изменилась. Благодаря грамотной и мудрой политике руководителя субъекта Рамзана Хаджи Кадырова сейчас регион в числе лидеров страны по многим показателям, в числе которых безопасность и социально-экономическое развитие. Я помню, когда разрабатывались планы восстановления и развития экономики Чеченской Республики, целые московские институты предлагали нам строить дома не выше 4-5 этажных зданий. Говорили, что у нас зона такая, что в перспективе это будет вызывать большие риски. Сегодня мы свидетели того, что у нас вот справа мы видим и высотки стоят, и махнули вверх многоэтажные дома. И, собственно, эти 20 лет в полной мере нам удалось восстановить практически социальную инфраструктуру. И были сделаны новые ориентиры в развитии экономики Чеченской Республики. В начале 2000-х такой процветающей Чеченскую Республику невозможно было представить. Однако, благодаря выбранному курсу первого президента Ахмата Хаджи Кадырова, мирную жизнь удалось восстановить за короткие сроки. Абдулла Батаев, Адам Яхяев. Неделя. В республике прошел первый этап конкурса «Нохчин Метен Говзанча». Он был посвящен знанию родного языка, чеченской литературы, культуры и обычаев. Тройку победителей ждет солидный призовой фонд. Участие в состязании приняли и жители Веденского района. Там побывала Диана Хармуш. В аудитории конкурсантов абсолютная тишина. На столах участников только конверт с вопросами, тонкая тетрадь для внесения ответов и ручка. Для выполнения заданий и сдачи работы у них ровно 3 часа. Конкурсное испытание состоит из 26 вопросов. Участников проверяют на знание родного языка, чеченской литературы, а также традиций и обычаев. В конкурсе участвуют учащиеся образовательных учреждений, представители различных профессий, среди которых педагоги, писатели и работники СМИ. Среди них и чеченский поэт Юсуп Яралиев. Самым юным участником конкурса в Веденском районе стал ученик 1 класса Ахмед Бушуров. Ему всего 7 лет. Конкурсантам предстоит пройти еще одно испытание – написать эссе на родном языке. Далее состоятся завершающие этапы – полуфинал и финал состязания. Призовой фонд конкурса составляет 8 миллионов рублей. Победитель получит 5 миллионов, за второе место – 2 миллиона рублей, а за третье – 1 миллион. Более 40 дон, что кузабу, ценюка таган головек выбрать вина, да когда участие дона уже более узком кругу, когда что участие уж, вы алшо мой тагана вы почады результат министерства образования цердона тагана вы ночи мотта ширца балет, вы цунхдона дацахадет, тагана вы дай гилкиш дай мох дона дай нин мот бог дизун что иштак иштан вы нюкар дадулчи вы на за бог ишем бог. Конкурс «Нохчин Метен Говзанча» проходит по поручению главы региона и приурочен году чеченского языка. Также в республике планируется проведение ряда мероприятий для популяризации родного языка среди детей и молодежи. Диана Хармуш, Адам Яхяев, Аслан Исхаев. Неделя. В Греции массово закрывают исторические мечети, а на Турцию обрушилось еще одно бедствие в виде проливных дождей, что вызвало сильное наводнение. Об этих и других новостях из мира мусульман в нашей традиционной рубрике «Умма». В Греции массово закрывают исторические мечети. Против этого выступили видные историки и исследователи. По их мнению, власти целенаправленно стирают внешний облик храмов, так что они напоминают византийскую архитектуру. Вдобавок, они напомнили, что правительство должно проявлять равное уважение ко всем конфессиям. На все возмущения политики лишь отмалчиваются.
Верующие Индии все чаще испытывают чувство небезопасности. На этот раз индуистские радикалы зверски убили мусульманина. Жертвой оказался 56-летний Насим Куреши. Во время прогулки по родному району его окружили 20 агрессивно настроенных людей. Они сочли, что при нем находится мясо священного для них животного. Полиция задержала виновных. На данный момент расследование продолжается. Еще одно страшное бедствие обрушилось на Турцию в виде проливных дождей. Это явление вызвало сильное наводнение в нескольких провинциях в юго-восточном регионе. Уже обнаружено несколько погибших, а количество пострадавших с каждым часом увеличивается. Мусульманское сообщество во всем мире молится за турецкий народ. Действия шведского исламофоба Расмуса Палудана до сих пор обсуждаются исламским миром. В ответ на его агрессию власти Малайзии решили подготовить 20 тысяч экземпляров Корана. Все они переведены на шведский язык. По мнению духовенства страны, это позволит приобщить людей к религии и развеять страх о ней в Европе. На этом у меня все. Следите за актуальными новостями в нашем телеграм-канале. Академия наук Чеченской Республики отметила большой юбилей. Со дня ее основания исполняется 30 лет. Множество научных трудов и проектов в самых разных областях были созданы благодаря сотрудникам учреждения. Чествование коллектива прошло во Дворце торжеств имени Дагуна Амаева. Поздравления в адрес юбиляров прислали руководители научных сообществ СКФО и других регионов страны. Торжество посетил председатель правительства Муслим Хучиев. Он зачитал приветственный адрес главы региона. У нас большие успехи в изучении истории, этнологии и чеченской филологии. Наша Академия наук известна не только в Российской Федерации, но и за ее пределами, а научные труды наших ученых печатаются в ведущих научных изданиях России и мира. Я поздравляю коллектив Академии наук Чеченской Республики с 30-летним юбилеем, желая новых научных достижений на благо чеченской и российской науки. С уважением, глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров. Указом главы региона ряд сотрудников отмечены наградами, ну а почетное звание «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики» присвоено президенту Академии наук Джамбулату Умарову. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Чеченской Республики» Умарову Джамбулату Вахидовичу, кандидату политических наук, президенту Академии наук Чеченской Республики. Проверить себя на знание русского языка и сдать госэкзамен по этому предмету теперь могут и родители выпускников. Жители республики приняли участие во всероссийской акции «Сдаем вместе» – день сдачи ЕГЭ родителями. Как проходило тестирование в Аргуне, расскажет Диана Хармуш. Родители ожидают начала экзамена. В аудиториях общественные наблюдатели, на входе педагоги с распечатанными списками. С собой можно взять только паспорт и черную гелевую ручку. Все как на настоящем экзамене. Спустя много лет родители выпускников вновь сели за школьные парты. Они пришли, чтобы поддержать своих детей и понять, что ждет учеников 11 классов. На мой взгляд, это хорошая идея. Почему? Потому что мы сегодня узнаем, в какой ситуации столкнутся наши дети. Какие задания у них будут на ЕГЭ. Также узнаем процесс всего этого экзамена, как оно будет проходить. Процесс подготовки не быстрый, в первую очередь нужно прослушать инструктаж. Позже участников пробного ЕГЭ просят ознакомиться с правилами заполнения бланков. К экзаменуемым нужно быть предельно внимательными. Одна ошибка и ответ могут не засчитать. Прямо вот тут пишите, потом переносите в бланк ответов. Работы экзаменуемых состоят из двух частей. Это сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. На решение 8 заданий у родителей и учеников ровно 1 час. Позже работы проверяет предметная комиссия. Целью этой акции было, чтобы родители поняли, каждый человек, который некогда освоил программу среднего общего образования, он способен сдать экзамен хотя бы на базовом уровне. Ну и, соответственно, критериям, установленным государственной итоговой аттестацией, будут проверены работы родителей. И я думаю, родители поймут, что не стоит переживать за сложности, с которыми, возможно, столкнутся их дети, а наши выпускники на государственной итоговой аттестации. К экзамену родители выпускников заранее не готовились. Многие из них надеются на уже имеющийся багаж знаний. Отзывы были положительные. И все родители, можно сказать, были удовлетворены всей процедурой проведения, естественно, и разговоры о сложности проведения экзамена, о такой обстановке, то есть, можно сказать, вот полностью вот эти разговоры получили ответ,
то есть с положительной стороны, на себе ощутили и сказали, что да, это такая плановая процедура, которая должна быть проведена для детей. Результаты экзамена объявят в этот же день после проверки предметной комиссии. В Аргуне пробный госэкзамен среди родителей выпускников в этом году сдали 46 человек. Все они смогут поделиться полученным опытом и дать советы будущим абитуриентам. Диана Хармуш, Мусар Даудов, Аслан Вискаев. Неделя. С 15 марта более 10 тысяч саженцев плодовых деревьев посадят по всей Чеченской Республике. Жители региона смогли получить бесплатно саженцы яблони, груши, сливы и айвы. Раздача прошла сразу в 3 городах – Грозном, Гудурмесе и Урус-Мартане. Акцию организовала социальная организация «Хайра» в рамках программы «Дерево в раю». Она проводится ежегодно с целью улучшения экологии. كرخنا تعالوش تجاي يالخ تبت بستيوم شكو ويلوش تو ديش تو ستيوم ديش بيدا ده سون الأشياء إذا قاني إذا عالم خيسة كردويت إنفستيسيار يا توريزم ناقل يا قرقول زون يا ويا مكشر لنا ولد ويس ويتعالوش تو ديش تونا إذا ده أنا كيت يود كرتي تعالوش تو هون شيء ده هما أدمولر دو خيتو مولتو أبرز كون ده ديت تبيرسن لرد ديش حالو سجا. Акция продлится до 2026 года. Уже посадили более 50 тысяч деревьев. В планах довести это число до 1 миллиона. Данная акция, данное мероприятие имеет очень важное значение, так как мы знаем, в последнее время актуальны загрязнения окружающей среды, загрязнения вод и рек. Мне кажется, сегодняшнее мероприятие имеет очень важное значение. И то, что принимает участие в данном мероприятии молодежь, как вы видите, тут очень много представителей молодого поколения. Мне кажется, это очень здраво и рассудительно с их стороны. В Сирию отправлен очередной борт с гуманитарной помощью. В груз весом 50 тонн вошли средства личной гигиены, одежда, матрасы вместе с подушками и одеялами, а также канцтовары и продукты питания. Отправку организовал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. В Сирийскую Арабскую Республику вылетела и делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики во главе с муфтием Салахом Хаджи Межиевым. دق نعبر الشيخ اسمع بولشا دق زيخل نعبر وي بايمر عليه الصلاة والسلام تو الله بصبناها دوق سلوشوك وي غوات الله تو شيء أمتا دوق سلوشوك وي غوات الله تو وي باشا رمضان عاش وي مخدا رمضان عاش دال عالش ولزا مصو خينا شيء غن كوك شيء أوتسون كوك شيء بركة كوك شا مصو بصبنا خيشا عقيد ورا ترى إيش أصنعنا إزيخل الشيء دوقشوا مسار الحلق المجردولشة أطبالغن أرصق ولا دوقة غو تورسي دعيتنا دوقة غو سيري ماكا دعيتنا قاسن سيري ماك ألسم غو دعيتنا. С первых дней землетрясений в Сирию и Турцию отправлено 9 бортов. 300 тонн гуманитарной помощи. Участие в погрузке принял председатель Совета регионального отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движения первых» Ахмат Кадыров. Студентам Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова рассказали о профилактике экстремизма и терроризма. Организатор беседы – Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с прокуратурой региона. Спикеры объяснили важность противостояния экстремистской деятельности. Так молодежь сможет обезопасить себя и окружающих. Такие встречи проводятся регулярно. Все для формирования устойчивой гражданско-патриотической позиции и духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. В рамках проводимой специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины тематика экстремизма и идеологии терроризма, противодействие различным девиантным группам, а также дезинформации, которая просачивается в современное интернет-пространство, мы должны проводить такие профилактические мероприятия, которые направлены на защиту подрастающего поколения. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Увидимся через неделю. До встречи.